Василий Иванович Еремеев окончил Якутский государственный университет в далеком 1961 году. Свои студенческие годы Василий Иванович помнит до сих пор и никогда не терял связи с альма-матер. На юбилей университета пришел вместе с однокурсником Александром Ивановичем Даниловым. Самое главное для студентов – это стремление того, чего он хочет. И не ждать, откуда это пойдет знание, а постоянно заниматься, читать, как можно больше читать. С тех пор ЕГУ, ныне СВФУ, воспитал не одно поколение специалистов. На сегодняшний день в ВУЗе насчитывается около 19 тысяч студентов. Из них 700 прибыли из иностранных государств. Сегодня университет сотрудничает с ведущими вузами не только России, но и других стран и активно развивает научную базу. А в этом году на базе нашего университета открыты международная научная лаборатория, а также лаборатории под руководством молодых ученых. Это, в свою очередь, также подтверждает, что в нашем университете большое внимание уделяется именно молодежной науке. Поэтому мы полностью можем говорить о том, что в университете создаются все условия для развития молодого исследователя и ученого. Кроме того, реализуются и другие проекты, на базе которых студенты могут развивать не только научно-образовательные навыки, но и многое другое. Так, например, в содружестве с президентской платформой СВФУ разрабатывает Центр развития компетенций для студентов, а уже осенью 2022 года заработает военно-учебный центр. Сейчас мы попали в большой проект «Приоритет 2030». И в связи с этим ставим перед собой достаточно большие цели. Да, в первую очередь университет должен стать современным. Мы ставим цели сделать большой проект по цифровизации нашего университета. В первую очередь. Во вторую очередь мы хотим сделать команду прорыва, о котором я сегодня скажу. В-третьих, мы ставим цели для того, чтобы наш студент стал более востребованным. Несмотря на новые реалии, спустя 65 лет университет продолжает активное развитие и по сей день остается главной кузницей специалистов в Якутии. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск.